Привет всем, напишите сюда Стиву. И недавно я купил OLED телевизор Samsung S95BQD. И причина, по которой сейчас самое подходящее время для его покупки, заключается в том, что сейчас они выставили их на продажу, потому что серия C выходит очень скоро. Но в этом видео я хочу показать вам, ребята, все качества изображения и тесты, которые обычно делают это видео. А затем мы собираемся сравнить его с двумя LGC. Самое главное, что я вам скажу, это то, что он намного ярче, так что расслабьтесь и расслабьтесь. Давайте начнем. Поэтому я решил взять 55 дюймов, и они делают это и в 65 дюймах. И первое, что вы должны были бы сделать, это отрезать ремни с обеих сторон, чтобы получить доступ к телевизору внутри, который они просто сняли бы. Верхний слой для обнажения всех внутренностей в пенопласте в упаковке и в комплекте шнур питания. Это трехконтактный аудиовыходный адаптер, а также пульт дистанционного управления и инструкция. Он также поставляется с этими задними крышками, чтобы скрыть провода, но они сделаны из пластика и немного хлипкие, если вы спросите меня. Затем я вытащил базу, и к ней прилагается краткое руководство по установке, которое поможет вам собрать ее вместе. Вы определенно хотите использовать двух человек, когда распаковываете этот телевизор и настраиваете его, потому что телевизор настолько тонкий, что вы действительно будете нервничать из-за того, что вы его повредите, и я настоятельно рекомендую вам не собирать этот телевизор вместе самостоятельно. На самом деле, я бы, вероятно, заплатил ребятам за установку, чтобы они сделали это таким образом, что вы не подвергаетесь риску. И с этим новым дизайном вы просто защелкиваете нижнюю ножку, выполняете все обслуживание проводов, защелкивая задние крышки, а затем вы хотите пройти ваше меню настройки. И на всякий случай, если вы не знали, у Samsung есть синяя вкладка в углу, которая сообщает вам, что есть защитная пленка, которую вам нужно удалить, и теперь телевизор готов к работе. Теперь протестируйте этот телевизор в прямом эфире, и вы увидите, что коэффициент контрастности на самом деле улавливает больше деталей, чем у любого другого телевизора, который я показывал на этом канале, и вы можете видеть, что он имеет стабильные уровни белого. Я имею в виду, что этот телевизор очень однороден. Что действительно выделялось, так это эта задача, вы можете видеть каждый пиксель, который появляется, чтобы сделать этот телевизор таким же ярким, как я собираюсь показать вам позже в этом видео. Теперь, какие заводские настройки я сделал тест движения, он на самом деле работает довольно прилично по сравнению с LGC 2, вы можете видеть, что это намного более плавный, и это режим как для телевизора, так и для кинопроизводства, и когда дело доходит до цветения на этом телевизоре, вы можете заметить, что вокруг логотипов появляется некоторый белый свет. Но ожидается, что чем ярче вы сделаете телевизор в этот момент, у него будет дополнительный свет. Но на самом деле это поможет HDR-контенту, чтобы все выглядело более ярким, а когда дело доходит до бликов, этот телевизор отлично справляется со своей задачей. Поэтому, если он у вас в темной комнате или в комнате с много огней, я думаю, вы будете очень довольны, потому что антибликовое покрытие имеет отличную работу, отражая свет, происходящий в комнате, вы получите немного бликов, но немного. Прежде чем мы продолжим это видео, я просто хочу сделать PSA. Если у вас есть LGC 2, имейте в виду, что 48 дюймов не такие яркие, как более крупные модели, но это то, что у меня есть в студии, и это видео не предвзято. Я купил оба этих DVS, поэтому давайте продолжим. S95B считается флагманским телевизором. Поэтому, как и ожидалось, он имеет 4 входа HDMI 2.1, которые могут поддерживать ваши новые игровые приставки до 4К на частоте 120 Гц, и в дополнение к этому он также имеет трехточечный тюнер ATSC, так что вы можете получить контент следующего поколения, когда он будет доступен в вашем регионе. Так же, как только вы, ребята, узнаете, решите ли вы получить 95B и 55 или 65 дюймов, они не поставляются с одной соединительной коробкой, и это продукт Samsung, который позволяет вам подключить один единственный кабель к телевизору для всех ваших входов. А затем удаленно вы можете подключить все в идеально, если у кого-то есть телевизор на стене, а все находится на консоли под другой вещью, на которую стоит обратить внимание, это то, что S95C также поддерживает до 144 Гц и 4К, при условии, что у вас есть мощные достаточно видеокарты, и это только в рывках с переменной частотой обновления. Теперь давайте посмотрим на некоторые демонстрации на этом телевизоре, и, конечно же, в конце этого видео я покажу несколько более длинных, которые вы можете посмотреть на них, но для меня больше всего выделяет не только то, что он яркий, но цвета богатые, и у него действительно хорошие уровни черного. Я имею в виду, что когда вы покупаете такой телевизор, я думаю, вы будете очень довольны, особенно если вы смотрите много HDR-контента, как я, потому что я подписан на Disney+, Amazon Prime, Hulu и несколько других сервисов. И я хотел бы показать вам, ребята, эти кадры, но из-за соображения авторского права нам пришлось придерживаться тех демонстраций, которые у меня есть. А вот как он выглядел рядом с LGC 2. И я до сих пор думаю, что это фантастический телевизор, но если поставить рядом с этим,
95B вы могли просто видеть, насколько ярче изображение, и многие могут сказать, что нога выглядит более естественно, и я мог бы с вами согласиться, но вот несколько демонстраций, которые вы можете принять решение для себя. Нет. Затем давайте вернемся к S95B и поговорим об играх. Во-первых, Samsung действительно хорошо справляется с играми. На самом деле теперь у них есть игровой режим, встроенный в их программное обеспечение, в которое вы можете войти, и вы можете играть в облачные игры. Плюс вы можете выстроить все свои консоли, чтобы все было в одном месте. У них также есть всплывающее меню на экране, как у LG, и оно позволяет вам видеть свои кадры, а также ваши HDR и несколько других настроек, которые вы можете пройти. Вы можете настроить объемный звук и отображение тонов HDR, а с игрой HDR 10 с лишним в ней будет наиболее точное представление, которое разработчик геймеров намеревался показать вам по телевизору. Будет поддерживать вашу игру с 60 Гц и игру со 120 Гц, а также вашу автоматическую низкую задержку и ваша переменная частота обновления. Другими словами, этот телевизор создан для геймеров. Я хотел мира и безопасности для людей. Я хотел назвать нас вечной гармонией для всех, помимо того, что это отличный телевизор для игр, и я хочу попробовать его на компьютере, поэтому я подключил свой MacBook Pro, и он выглядит фантастически. И самое замечательное это, что если вы редактируете HDR-контент, вы можете использовать собственный HDR, встроенный в этот телевизор, чтобы получить правильное освещение и детали, а также отлично подходит для просмотра новостей в интернете или использования любого вашего программного обеспечения для повышения производительности, такого как Microsoft 365. Аудиосистема в его телевизоре довольно хороша. Вот послушайте. Нет. Теперь у него не так много настроек, но вы не можете войти и изменить баланс, вы можете управлять эквалайзером, плюс вы можете использовать ERC для прохождения Adobe Vision, и у него есть автоматическая громкость, и вы можете подключить это к нескольким источникам в то же время благодаря очереди симфонии. Некоторые другие функции, которые вам понравятся в Samsung S95B, заключаются в том, что он имеет режим окружающего звука, и здесь вы можете войти и выбрать различные фоны. Поэтому всякий раз, когда вы не используете свой ТВ, он может отображать это, и я скажу вам, что он создаст красивую картинку на вашей стене или на вашей любимой подставке для телевизора веб-браузер, а также подключается ко многим вашим любимым продуктам Samsung, таким как галерея и магазин приложений для здоровья, с мультипросмотром. Это позволит вам смотреть два источника на одном экране, чтобы вы могли иметь приложение игровой консоли или ваше мобильное устройство. Запланированный в одно и то же время, он может легко изменить размер изображения в любое время, когда вы хотите сделать его больше или меньше. Так что, как вы можете видеть, S95B может многое предложить, даже несмотря на то, что выходит серия C. Возможно, вы захотите подумать о том, чтобы перейти на B-Series и сэкономите немного денег, но это полностью зависит от вас. Я надеюсь, что показал вам. Ребята, достаточно демо, чтобы вы могли принять лучшее решение о покупке, если вы выберете S95B или C2. И если у вас есть любой из этих DVD, я хотел бы получить отзывы в комментариях ниже. Я технический Стив. Спасибо за просмотр, и я поймаю вас, ребята, в следующий раз. Нет. Рядом с тобой.